Где-то в учебниках тоже есть. Вот. Как уже рассказано. Все, начало вот забыла уже. Сказка называется «Спасибо». Да, спасибо, сказка называется. Да, вот так называется. Одна маленькая деревня, там несколько домиков было в этой деревне. Вышла одна бабушка на крыльцо и на всю деревню закричала: «Эй, соседушки, приходите все ко мне пельмени кушать, всем хватит!» Много сварила. И все слыхали. Даже два медведя в ближнем лесу ходили. Один мишка большой, мама мишка, другой мишутка маленький. Говорит: «Мамка, всех пельмени зовут кушать. Пойдем?» «О, мама говорит, я пельмени люблю. Пойдем». И пошли они в тот домик, где кричала бабка. Заходят, а там уже все собрались кушать за одним столом. Маленькие деревни, маленьких людей, мало людей. Все уже сидят, хозяйка им подает пельмени в тарелочках. А тут медведи заходят. Все испугались. Кто в дверь проскочил, кто в окно выскочил. Все убежали. Только хозяйка от испуга так села около печки, сидит. А они, медведи, пришли, со стола все смели, все слезали, тарелки, ложки перекидали. Наелись, пельмени вкусные, пошли. И пошли. А тут хозяйка говорит: «А где же ваше спасибо?» Медведи переглянулись и пошли дальше. А когда в лес пришли свои, Мишутка спрашивает: «Мамка, а куда мы спасибо потеряли?» Бабушка спрашивает: «Мамка, вот я не знаю, давай поищем». И стали они искать. Кустики поднимают, что-то ищут. Травку так и кочки приподнимают, лапами своими почесали. И ищут что-то, ничего нету. То смотрят: «О, смотри, видишь, волк бежит, спросим у него, может, он знает, где наше спасибо». «Эй, волчище, рыжее хвостище, ну-ка, не видал ли ты наше спасибо?» Волк остановился, оторопел, говорит: «О, у вас что?» И ничего не сказал дальше, что помогла, покутил. О, что такое? Волк ничего не сказал. Он, смотри, зайчик бежит, он-то видал наше спасибо. Давай спросим: «Зайчик, скажи, не видал ли ты наше спасибо, а то куда-то мы его потеряли?» Зайчик остановился, подумал. Вон, видите, говорит, там красивая полянка с цветочками. Там девочка гуляет. Идите, спросите у нее. А может, она видела ваше спасибо? Пошли медведи туда, на эту полянку. Вот эта девочка, одна кошечка заплетенная, а другая расплетенная. Вот. Медведи увидели ленточку на дороге. О, вот это надо. Давай спросим, может, это ей на спасибо то. Подошли к девочке: «Девочка, это не твое спасибо?» Она схватила, быстренько заплела другую косичку. Говорит: «Это, говорит, не спасибо, это ленточка». «А где же это тогда наше спасибо?» спрашивают медведи. Вот это спасибо, это ведь не что-нибудь, а это слово хорошее, которое вы, наверное, куда-то кому-то забыли сказать. Вот, медведи переглянулись. «Ну что? Ведь это бабушке-то спасибо за пельмени не сказали. Пойдем, куда скажем». Пошли они обратно в деревню, зашли на крыльцо, открыли двери, и бабки говорят: «Бабушка, спасибо за пельмени!» «А, дошло до вас, что спасибо надо сказать». Вот эта сказка. Хорошая сказка, да? Запомнили? А? Запомнили, да? Вот. Будете своим братишкам, сестричкам рассказывать и вашим деточкам рассказывать будете, ладно? Вот. Вторую сказку я теперь вам расскажу.
Она называется Санечка. Сидит дед у окна и говорит: бабка, бабка, хоть бы что-то вкусненькое нам спекла. А то шанги да колобочки печешь. Да придумай что-нибудь повкуснее. Бабка подумала: а я, говорит, вам тебе спеку шанечку с двух сторон. Одну сторону, говорит, намажу, говорит, творожком сладеньким, а другую сторону, я, говорит, намажу картошечкой масляным, картошечкой пюрем. Вот и спеку. Ладно, говорит дед, пеки давай. Вот, тесто намесила бабушка. Одну сторону намазала сладеньким творожком, помазала масличком, потом вторую сторонку намазала этим пюрем масляным, поставила на ребрышко и сунула в печку. И спекать. Спечать. Вот Санечка сидит в печке, греется, ой, хорошо, один бачок под туда, кугулечку, другую кирпичику подложит, хорошо. И вот посмотрела бабушка, а Санечка-то вышла такая красивая, румяная с одной стороны, а с другой стороны золотистая. Бабушка вынула Санечку и говорит: дедушка, я сейчас поставлю самопар, а пока пускай Санечка остынет. Я ее на окошечко поставлю. Открытое окошко, пускай продует. И мы будем чай с тобой пить. Вот поставила бабушка самовар, а Санечка скучает на окошечке. Бежит под окном мышка. Под окном мышка. Мышка говорит: ой, какая Санечка красивая, да вкусненькая, давай я съем. Нельзя есть, говорит бабушка, это, говорит, наша Санечка. Ну ладно, говорит, такое дело, я не буду туда есть. Бежит, дальше идет котенок бежит. Ой, какая Санечка вкусная. Давай-ка я ее съем. А мышка говорит: не съешь ты его, не трогай. У меня подружка. Не кушай больше мою Санечку. Нельзя. Брысь отсюда, сказала мышка. И кошечка убежала. Бежит, там с дерева спустилась белочка. С хвостиком помахала. Ой, какая Санечка. Слушай, это твоя Санечка, да? Спрашивает белочка у котенка. Нет, у мышки. Мышка говорит: это у бабушки, дедушка и Санечка, не трогай его. Да что ты боишься? Ничего с твоей Санечкой не будет. Ты одну сторону покушай, я другую сторону полежу, а серединочка, хлебушек, мякушек останется, пускай бабушка кушает. Ну, и согласилась мышка, согласилась так делать. Взяла мышка, одну сторону погрызла, белочка другую сторону полезала. И остался от Санечки мякушек, хлебушек остался весь вкусный, облизанный. Вот. Заплакала Санечка, говорит: ой-ой-ой-ой-ой, что вы со мной сделали, на что я похожа стала. Ой-ой-ой, прибежала бабушка, говорит: ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, что от нашей Санечки осталось? Ай-яй-яй, больше такую Санечку петь никогда не будем, только с одной стороны. Вот с тех пор стали Санечку петь с одной стороны. Вот. Пейте чай, пейте. Я потом еще одну сказку расскажу.